Хотя этот участок Республиканского управления инкассации является гудермесским, обслуживать он будет еще и Курчалоевский, Нажаюртовский, Шелковской и даже западные районы Дагестана. Султан Тагаев отметил, что именно доверие главы республики мотивирует их на постоянное развитие. Я за период работы в системе Банка России убедился в простых истинах. Работы в системе в нашей, высокая мотивация – это ваше доверие. Самый лучший актив – это ваша помощь, поддержка. А результат он достигаем. Важность расширения сети чеченского управления инкассацией подчеркнул сегодня и Рамзан Кадыров. Мы знаем, что подразделение инкассации Центрального банка Российской Федерации создано во всех уголках страны. Вашим клиентом является более 90 тысяч организаций различных форм собственности. Перевозка и охрана ценностей, денег инкассации, обслуживание банкоматов и многие другие услуги сегодня являются необходимым условием для нормального функционирования экономики любого региона. Росинкасс зарекомендовал себя как команда профессионалов. Мы нацелены на динамичное развитие экономики и банковского сектора по повышению инвестиционного и деловой привлекательности республики. Это имеет большое значение для дальнейшего успешного развития курса нашего первого президента, героя России Ахмада Хаджи Кадырова. Расширение сервисной сети чеченского управления инкассацией является очень позитивным процессом. Это свидетельство безопасности и стабильности региона. Мы готовы создать все условия для дальнейшего развития инкассации в республике. Желаю вам успехов в работе и профессиональной работе. Особенно хочу высказать слова благодарности нашему дорогому Султану Хумейдовичу за труд, за ту систему, которую вы развиваете, банковскую систему, за поддержку, за понимание. Да, молодого. Народ это всегда будет помнить, и руководство будет уделять пристальное внимание вашей деятельности. За это было На открытие этого участка приехали федеральные руководители, в их числе и генеральный директор объединения Росинкасс Центробанка Олег Крылов. Я хотел бы сказать особые слова благодарности, и это не только мои слова, это слова руководства Банка России, во-первых, главе Чеченской Республики, который очень много делает для того, чтобы и банковская система республики, и вообще экономика Чечни развивалась. И я просто от всей души хочу сказать, что это малая часть того, что мы планируем делать. Мы вчера и сегодня много говорили о перспективах. У нас есть наметки создания новых рабочих мест, у нас есть наметки создания новых интересных проектов в области инкассации. И вот этот, даже стратегический выбор вот этого участка, он очень важен, очень интересен. Я надеюсь, что вот этот маленький участок, он даст еще много-много хорошего, мы еще будем двигаться вперед. Олег Крылов вручил главе региона медали от Центробанка. Выступивший вслед за ним начальник Южного главного управления Центробанка Алексей Вайлуков отметил, что это его первый визит в республику и пожелал удачи новому подразделению. Я вижу красивейший регион, культурный, развивающийся, интенсивно развивающийся. И мы с своей стороны готовы, с своей стороны делать все необходимое. И есть определенные и планы, которые, надеюсь, помогут и дальше как развивать и республику. После чтения дуа гости разрезали красную ленту и ознакомились с условиями, в которых будут работать инкассаторы. 7 кабинетов и 5 машин. Безопасности здесь уделяют особое внимание. Почти, да? Да. Видите, голова разбирается и в степени бронирования. Гости также выразили уверенность, что нет никаких оснований опасаться за работу инкассаторов в регионе. Главное, чтобы оружие никогда не пригодилось инкассаторам. Здесь не пригодится, да. Чечня безопасно. Сейчас, когда 95-й видят, все радуются. Да. Они знают, что 95-й это защита России, это оборона. Параллельно Министерству обороны. 95-й регион, да, для нас это очень важно. Ответственность, безопасность, она вот за этим регионом наш глава. Сотрудники этого подразделения преподнесли Рамзану Кадырову отдельный подарок. Благодаря открытию удалось трудоустроить 20 человек. Все они прошли профессиональную подготовку. Сегодня кабинеты пустуют, а машины еще находятся на стоянке, но уже завтра здесь закипит работа. Кризис кризисом, но финансовая активность в регионе, видимо, даже не планирует сбавлять обороты. Аза Исаева, Хаважа Мунаев, Дани Хавхаров при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Новости.